всех четырех президентов Академий наук регионов национальных республик. Это Башкортостан, Татарстан, Чечня и Республика Саха-Якутия. И кроме этого, есть там ведущие тоже по регионы, где тоже у них нету национальных академий, но есть такие вот филиалы или представительства Российской академии наук, и кто проявил инициативу работать с РА. Вот но в бюро также включены академики, ведущие академики Российской академии наук, которые тоже работают тесно в определенных направлениях с регионами. Так, конечно, Панченко был рад, потому что мы все четвером пришли, и начал работать президент Академии наук. Он уже имел встречу с председателем правительства. Вы об этом знаете, да? Знаете. И Панченко сказал, что это наш ответ. Наш ответ. Понимаете? Я же тут они также были представители Крыма. Представитель Крыма. Это как он генеральный директор ботанического сада, вот этого большого. Да, вот. Он академик раньше. Вот он выступал. Ну, он ко мне подошел, сказал самое правильное, такое актуальное выступление, сказал на мое выступление. Я выступил так, да, о 30-летии нашей академии, учреждения нашей ассоциации, и сказал, что у нас есть опыт за эти 30 лет, опыт работы, научной работы и региональное ведение политики науки. Что нужно региону? Мы это знаем. Что нужно региону. И посмотрят по публикациям, по патентам, по нашим разработкам, вы можете сказать, если мы в этом году добыли золото на 40 тонн, республика, больше, чем СССР, когда была Якутия, не добывала столько золота. Алмазов мы не снижаем, нефть, газ мы даем. Вот где в национальных республиках есть Академия наук, там, если сравнить, показатели лучше, если мониторинговать, чем других субъектов. Это говорит о том, что именно национальные академии наук регионов или вот национальных республик, они свое дело сделали, как смогли, сделали. И сейчас наш опыт, можно не только опыт, а наши наработки, основываясь на них, можно сейчас получить определенные хорошие темпы развития экономики за счет науки, за счет методического сопровождения. Мы в своем регионе, у нас регион связанный с холодом, поэтому вот по холодовым технологиям, по холодовым знаниям, да, у нас ничего не остановлено. И опираясь на это, я предлагаю вообще провести следующее заседание, такое вот расширенное заседание вот этого нашего совета, да, по развитию регионов, да, провести в Якутии. И в Якутии как раз будет 100 лет большой комплексной экспедиции Академии наук СССР в следующем году. И эта экспедиция нацелила Якутию и вообще северо-восток России на недrodобычу. В 1925 году началась, до 1930 была проведена, и как будет развиваться производительные силы, образование, наука и так далее, и тогдашние технологии. И это выдержано. И республика Нагора на сегодняшний день дает сырье. Но так продолжаться не может все время. Он должен недоперерабатывающим. Должен быть замкнутый цикл производства. От сырья до продукции. И вот это комплексы научных исследований 2 завершаем. И комплексы научных исследований 3. Они завязаны
к нот-север мирового уровня. Это 5 субъектов. Вот вам наглядное, вот это методический, научно-методический подход, как формировать добавочную стоимость в регионе. И вот апробированную поисковую работу на деньги субъектов, налогоплательщиков региона уже взять за основу формирования нового государственного задания Рановского. Вот такой подход я предлагаю. Хочу немного рассказать о нашей поездке. Поездку нужно разделить на 2 этапа. Первый этап — это Санкт-Петербургский, где сотрудники отдела Мамонтовой фауны участвовали в работе 70-й юбилейной сессии палеонтологического общества. Это ежегодная сессия такая. В этом отношении палеонтологи вообще молодцы. Они по всей России работают, и их работа разделяется на секции по периодам. То есть Пермь, Кембридж, Мезозойский. И мы активно работали в секции четвертичного периода. Выступали с докладами. Присутствовали на других секциях. Была интересная секция по музеям. И кроме того, так как у нас поездки в такие далекие города, с определенными финансовыми затратами, поэтому максимально все использовали. И кроме участия в палеонтологической сессии, мы встречались с коллегами и продвигали некоторые проекты. Хочу остановиться на 2 этих проектах. Это совместный проект Академии наук, Института биологических проблем филолитозоны и Музея Мамонта СЛФУ. Это изучение эволюции и филогенеза мелких млекопитающих Якутии. Это с лабораторией Натальи Иосифовны Абрамсон. Мы там начинаем этот большой, интересный и совершенно неизученный проект мы там начинаем. Кроме того, у нас начинается работа с НИИ океан геологии. Это по вопросу распределения мамонтовых бивней, по их генезису скопления бивней. То есть данный вопрос у нас будет рассматриваться в комплексных научных исследованиях данного года, и там будет привлечен, наверное, самый большой специалист в мире по данному вопросу, Смирнов Александр Николаевич, доктор геологии минеральных наук. Он раньше был заместителем директора этого института, сейчас заведующий лабораторией по достижению возраста. В общем, считаю, что в Санкт-Петербурге мы провели достаточно плодотворную работу. Хочу подчеркнуть, что самыми многочисленными были якутская делегация от Академии наук и от Музея Мамонта. И уральцы привезли очень много своих молодых сотрудников. Наверное, в будущем это надо будет у них, наверное, перенять, потому что они привезли студентов со своими докладами. Это очень хороший метод натаскивания молодых сотрудников. Это понравилось. Их подход, наверное, надо будет учиться. Это был первый период нашей командировочной поездки. И второй этап — это наиболее такой, наверное, важный политическом каком-то отношении. Это наше участие в мероприятиях на ВДНХ, на огромном фестивале России, который проходит на ВДНХ и будет проходить до 8 июля. Вообще планировалось там открытие выставки с участием наших экспонатов Мамонта, Юка и пещерных ребят.
вот из-за теракта на Крокус-Сити вот выставку отложили на более поздний срок, вот, потому что запретили ввоз крупных, крупного вот оборудования на территории ВДНХ. Ну, там вот усилили меры безопасности, и поэтому выставка, наверное, будет только через неделю там открываться, но вот туда тоже намечается поездка наших сотрудников. Но какая еще дата вот окончательно не вот указана, но вот так как все вот мероприятия наши были вот анонсированы, поэтому мы там вот провели вот ряд лекций, вот докладов, автограф-сессий, вот мастер-классов. То есть 9 и 10 вот апреля очень вот активно работали на площадке ВДНХ, на стенде Республики Саха-Якутия и Миндальвостока. Здесь я хочу сказать, что там вот участвовали не только наши вот якутские вот ученые из Академии наук и СУФУ, но еще мы вот привлекли наших партнеров. То есть вот работали наши партнеры из Москвы, приехали из Санкт-Петербурга, Новосибирска на свои деньги. То есть они вот участвовали внутри вот в рамках нашей программы как бы за свой счет. То есть этим мы очень вот сильно вот разнообразили и показали, наверное, все многообразие вот по отношению к мамонтовой фауне. У нас были доклады, как и, вернее, лекции, как и классические по вот достижениям палеонтологии в Якутии. Вот были вот лекции посвящены вот фильмам. Вот, например, вот выступал вот Арбугаев, вот Максим по своему фильму «Генезис». Вот выступали другие вот режиссеры, вот московские, по вот другим вот фильмам. Были вот очень вот интересные мастер-классы по вот навыкам вот изучения палеонтологических находок. Вот были показаны вот реплики вот изготовления вот каменных орудий из палеолита. В общем, все было очень вот интересно. Вот из Новосибирска была вот лекция по вот радиоуглеродному датированию, как это вот основа всех вот палеонтологических исследований. В общем, 2 дня мы провели очень плодотворно. Леонид Николаевич как раз вот на второй вот день вот подошел, ну вот посмотрел, там вот как мы там вот работаем. А на 3-й день, вот 11 вот апреля, как вот завершающий всю эту вот неделю, состоялся круглый стол. Вначале его планировали на ВДНХ, но на ВДНХ очень вот ограниченное время дают. Всего 2 часа для организации круглых вот столов. А наш круглый стол, он вот даже планировался, что он вот 3 часа будет идти, он вот проходил дольше. И поэтому мы вот площадки выбрали Поспредство. Поспредство нас поддержало, и состоялся круглый стол под названием вот «Мамонт. Достояние российской Арктики». Ну вот участников круглого стола мы, когда всех вот зарегистрировали, их было 42 человека. То есть вот такой вот достаточно большой интерес. Александр Константинович, как представитель главы республики по Арктике. И кроме того, вот были вот спикеры из вот я был вот модератор, и вот Ирина Валентиновна Самсонова тоже была вот модератором. Мы вот выступали со своими вот выступлениями и привлекали еще санкт-петербургские вот исследователи, московские, как раз вот профессионалы по созданию брендов, они там вот выступали. Ну, вот проходили и дискуссии, задавались очень вот острые вот вопросы, потому что Министерство культуры Российской Федерации представляли вот эксперты по
палеонтологии. И был вот задан конкретный вопрос, почему в Якутии нет вот экспертов по палеонтологии, несмотря на то, что наши ученые сдают все тесты на отлично, но их не пропускают. Ну, естественно, что они вот ответить не могли. От Госдумы, от депутата Николаева Николая Петровича пришел его помощник, вот Козлицкий, и тоже вот выслушал вот так вот по адресу Государственной Думы вот ряд вот острых вот вопросов. Ну, в общем, вот круглый столб прошел, вот мы считаем, очень вот интересно, плодотворно. Сейчас согласовываем вот резолюцию данного круглого вот стола и вот начнем и продолжим ну, вот эту работу, которая там вот была проведена.